Самые сильнейшие спортсмены из 10 регионов собрались на одной площадке, чтобы покататься на роликах и выявить лучшего из лучших. В Уфе проходят всероссийские рейтинговые соревнования «Метелица». Они являются одним из самых традиционных спортивных событий России в области роллер-спорта. Проводятся они регулярно, начиная с 2018 года. 2 дня, 2 официальные дисциплины, 4 возрастные категории, 10 регионов России, 24 комплекта наград и более 100 участников. Расскажи, как попасть на эти соревнования? Я приехала из Челябинска, у меня школа «Свобода». Я умею кататься через конусы лицом, спиной. Есть ли разница между роликами и коньками? Я сначала научилась кататься на роликах, а потом на коньках. Я попробовала на роликах, у меня получилось, а потом на коньках у меня тоже получилось. На коньках нельзя делать трюки, а на роликах можно. В первый день соревнований проходят квалификационные и финальные забеги в дисциплине скоростной слалом. Мы приехали на второй день соревнований, чтобы посмотреть дисциплину фристайл-слалом классика. Это одна из наиболее красивых, зрелищных дисциплин роллер-спорта. Что нужно, чтобы участвовать в соревнованиях? Нужно очень долго подготавливаться. Обязательно нужна хореография и очень хорошо выкатывать элементы, не сбивая конусов. Посоветуй ребятам, которые не умеют кататься на роликах, как им научиться. Некоторые элементы будут даваться легко, другие сложно. Вот. И нужно иметь немножечко растяжки. Спортсменка в фигурном катании показывает под музыку свою программу. Оценивается сложность трюков, скорость, частота работы ног, хореография и внешний вид спортсмена. На выступление выделяется ровно 2 минуты. Аня, расскажи, пожалуйста, как ты откатала? Я откатала очень хорошо, я довольна своим прокатом. Я даже не рассчитывала на такой большой успех в сегодняшнем участии. Я знаю, что нельзя сносить конус, но почему-то их все сносят. Почему так? Это происходит потому, что иногда конусы можно не заметить, и когда катаешь элемент, ты же поворачиваешься в основном корпусом и головой, шеей тоже, ты не видишь их. И иногда просто на нервах, когда вот так происходит. А так это штрафы, если ты собьешь одну банку, то это -1 балл. Во время соревнований идет прямая трансляция на всю страну. Дело в том, что не каждый смог привести с собой группу поддержки. Зато у каждого есть колоссальный опыт и крутые роликовые коньки. Обратите внимание на них. Профессиональные роликовые коньки отличаются от тех, которые нам купили родители в спортивном магазине. У этих роликов отличается рокеринг, или, проще говоря, установка колес. 2 средних колеса расположены чуть выше. Маневренность таких коньков повышается в разы. Кататься на них сложнее. В борьбе за первое место счет идет на тысячные доли секунд. Но строго жюри оценивает не только сложность трюков, частоту работы ног, и даже образ спортсменов. Все строго. Ульяна Теплых, Рамазан Мусин, специально для новостей.